потом на почту учат, делать очень почти. Говорят так, русская такая пословица есть. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Это присказка такая. Ну а начну с того, что я родился в городе Ижевске в апреле 28 года. Давно. Основную жизнь прожил. А апреля какого числа? Что? 28-го. 28 года. 28 года, а число? День рождения хотят поздравить. Вон чего. Юбилей будет. 29 апреля. Значит, 90 будет. 29 апреля 28 года я появился на свет. Говорят, окрестности огласились истошным криком. В 2 часа пополудни появился на свет ваш покорный раб. Вот так. Взрослым человеком я стал в 13 лет. 41 год, июнь месяц. События всем известны. Началась война. Вот тут пропала и молодость, и юность, и все к чертовой бабушке смело. Войну я работал на авиационном заводе. Мальчишка в 15 лет собирал бомбосбрасыватели. Можете себе представить. И таких нас был целый завод. И очень много старых рабочих. Завод был совсекретный. В самом центре города Ижевска. Напротив храма Александра Невского. Ныне там драматический театр. В спортивных залах стояли прессы и молоты всевозможные. Все остальное было в подвалах. Актовый зал был перегорожен пополам, внизу механический цех, наверху сборочные цехи. Все. Завод выпускал вот эту продукцию. Наш цех называли девичий монастырь. Девчонки были. Намодчицы, монтажницы. И вот мы, мальчишки, были сборщики. И немножко разбавлены были взрослыми людьми. Работали без выходных. Столько, сколько надо. Без отпусков. Вечером подходит к концу смены мастер, отбирал у тебя пропуск и говорит: ночью заказчику продукцию сдаем. Ну чего, в халатиком закроешься под этот самый, залезешь под верстак и сдрыгнешь. Но ведь пацаны народ зверский, беспощадный. Берут мегометр для проверки изоляции, там 500 вольт напряжение, тебе подкрадываются и к ногам твоим. Сначала он раскрутит до 500 вольт, а потом замкнет. И вот ты башкой стучишься о столешницу, выскаешь как зверь, а они-то все на ногах, их никого нет. Ну, это так вам, для веселья. Для веселья. Было. Вот мальчика показывали, что-то он в Германии неладно сказал, а я сидел, улыбался. Я в 16 лет ездил в командировки государственные на оборонные заводы. В 16 лет мне дают, значит, этот самый, как его, удостоверение командировочное, справку, что у меня паспорт сдан, деньги и все. Как ты доберешься до места, никого не интересует. Я поехал в Казань, кое-как залез в теплушку, там, где нары, как говорится, телячий вагон, лишь бы уехать. На место приехал, в город не пускают, пройдисат пропускник. Пока я мылся, мою одежду прожарили, пропарили, в другие двери выпустили меня. Я пошел искать завод. А мне сказали: ищи фабрику кинопленки в Козьей Слободе.
Нашел. Сделал все дела и таким же способом приехал в Ижевск, чтобы отметили мне командировку, я получил зарплату. Мне было 16 лет, представьте себе, вот такой худой. Нас в армию взяли только 20-летних. Соберут, а кого в армию-то брать? И вот в 48 году нам по 20 лет Жуков сказал, да берите всех, подрастут авось. Вот так было дело. И вот все это накопилось, ребятушки, и армейская служба, и после службы тяжелая физическая работа, и я начал подыхать. Страшная боль в суставах. Красноты никакой, боль зубная. 4 профессора меня осмотрели, светило, здесь были в Ижевске, вот, и установили мне болезнь, неспецифический, то есть из ряда вон выходящий, ничем не поддающийся для проверки, полиартрит, роя 30, это очень высоко, сейчас заменяется словом сои, роя 30, нормальная 7. И вот таким вот образом я начал маяться. Работал старшим мастером и в конце концов сам себе сказал, все, доктора мне не помогают, но по опыту, по житейскому знаю, одной и той же болезнью разные люди по-разному болеют. Один будет валяться без памяти, а другой на рыбалку убежит, как говорится. Разные мы все. Разные у нас наши, значит, иммунные системы разные. Мне попалась книга, называется она, автор Тенно, называется она «Атлетизм и здоровье человека». И на первых страницах я увидел себя тощего, худого и больного. А в середине, когда открыл, я не узнал, вроде походит. Стоит человек здоровый. И вот эта книга мне стала букварем здоровья. Я не знал точный диагноз. Врачи не могли установить, потому что рентген ничего не показывал. Только через 60 лет я понял, что у меня было. Из лекции профессора Мясникова, вот, у меня была межпозвоночная грыжа, но с такой стороны, которая в то время аппаратуры было мало, это сейчас можно все увидеть, а в то время только рентген, а он мутный. Установить вот этот диагноз не могли. И списали на полиартрит. И хорошо, что не нашли. В то время было принято на позвоночнике делать операцию, что нельзя делать, потому что грыжа постепенно уходит, если правильно делать упражнения. Итак, турник, вис, подставка, к ноге привязана 5-килограммовая гантель, подставку ногой вышибаю, держусь руками и начинаю вот качаться по-всякому, крутиться потихоньку, потихоньку, потихоньку. Таким образом я постепенно вытягивая позвоночник, я избавился от этой грыжи. А потом началось. Когда я все рассмотрел эту книгу, я понял. Мы мешок с костями. Кости соединяются хрящами. Мышцы у нас, в костях и в хрящах нет сосудов. Вот это хорошо знаете. И запомните это хорошо. Хрящи и кости сосудов не имеют. Кто их кормит? Кости меняются у человека каждые 7 лет. Кровь меняется через каждые 3 месяца. И так далее. То есть мы это не мы. Вот так. Таким образом, что получилось? Я стал искать такой тренажер,
чтобы все мышцы у меня начали работать. Суставы, соединения. Все надо кормить. Кормить может только здоровая мышца, потому что, еще запомните раз, в хрящах, в костях, в сухожилиях всяких сосудов нет. Я нашел. Значит, вот что такое попасть в сложное, я бы сказал, такое паковое состояние, когда ты начинаешь, лихорадочно голова начинает работать. Что-то надо еще искать, еще. Я составил план сменить работу. Пришел к начальнику цеха, ты с ума сошел. Ты у меня старший мастер, а в цехе 800 человек. Ты у меня старший мастер, у тебя 200 человек, и ты задумал уходи. Что тебе надо? Квартиру надо? Дадим тебе квартиру. Оставайся, работай. Работали на Воткинский завод, на ракетное производство. Из завода не вылазили. Кончилось все тем, что мы с ним очень хорошо поговорили. Он говорит, знаешь что, приходи через пару дней, я что-нибудь придумаю. И на мое счастье, начальник БТС берет туда и заработные платы, берет расчет и уезжает в другой город. Он говорит, пойдешь? А куда мне деваться? Тогда он говорит, я тебе сохраню твою зарплату. Максимальная зарплата в то время оклад был 145 рублей. Учитывая секретные, уральские и прочие, и премиальные и так далее, набегала до 300 рублей. А у меня 3 детей. Я согласился. Я не стал много ходить, поменьше, то есть беречься стал. Стал работать с 7 до 5 часов, а не ночевать вместе с КГБшниками. Потому что когда я на Гагарина работал, я не знал, что я на него работаю, никто не знал. Но почему-то пришли из КГБ, вот, шкафы поставили металлические, все платы, все комплектующие переписывали в журналы, ставили туда. Утром я приходил, они приходили, доставали, все пересчитывали, мы монтировали эти платы, и смены-то 2. Я только в час ночи добирался до дома. О каком, можно говорить, здоровье? При такой вот жизни до этого. А тут я уже от этого-то всего ушел. И пришла мне в голову хорошая мысль. Однажды я ехал, плыл на рыбацкой лодке, на бытовичке. Так вот он тренажер. Работаешь руками, работают мышцы спины, брюшной пресс, мышцы ног, ступни опираешься. И так, на пруду от Широкого до Волошки 12 километров, 14 тысяч взмахов веслами. 14 тысяч это зад вперед. 7 тысяч вперед, 7 тысяч обратно. И через 10 лет, когда я уже весь окреп, когда уже с меня сняли хроническое заболевание, я уже стал не хроником, вот, я решил себя проверить. И по своему возрасту, в 45 лет, я получил золотой значок ГТО. Плавание, бег, кидание гранаты, прыжки и так далее. Получил золотой значок. Но он алюминиевый был, оксидированный, под золото маленький такой значочек. Страшно гордился. Вот таким образом я избавился. Итак, мышцы должны быть все в работе. Мышцы должны быть, сосуды в мышцах должны все работать, должны быть чистыми. Это может быть только в том случае,
если они работают. А как быть? А вот так, 15 минут до сих пор. Вот я уже, как говорится, больше 60 лет занимаюсь этим делом. 15-20 минут. Ну, поверьте мне, вот такие есть упражнения, когда все работает. Вот простое упражнение. Значит, если вот, допустим, до апреля доживу, так, горка у меня сзади есть? Нету. Нету. А что надо делать? А надо вот что делать. Пятки должны прижаться полностью плотно. Ягодицы плотно, лопатки плотно, голова плотная. Ох, как это непросто. 30 секунд. 2-3 раза в день. И все. Спина у вас уже не ящиком, а нормальная. И так каждый. Утром проснулся. Человек стареет не годами, а ногами. В ноге 40 косточек, все они в суставах. Суставы надо кормить. Суставы, они только лишь слегка работают, как амортизаторы. Там прослойка, хрящевая прослойка. А что надо делать? Надо, чтобы все мышцы, мелкие всякие сосуды на ногах были постоянно в работе, но ходить этого мало. Значит, надо продумать, а что делать? А делать надо вот что. Утром проснулся, и ноги вот так вот, ступни, ладошки ног, и за всей силы вот так напряженно ты прямой, так, до ощущения легкой боли в икроножных мышцах и бедренных. Кошка лежит калачиком, встала, что она делает? Вспоминайте, ну. Вот. Сначала вот так лапы, потом задние вот так вот. А собака еще башкой потрясет. Вся ее зарядка. Кошка мне подсказала, что надо делать. Машка. Кошка Машка. Такая умница и не жадная. Мышь поймает, мне на порог принесет и мягкает. На, тепленькую я принесла, ну что ты не жрешь? Что ты выделываешься? Я уже с этой штуки съела. Я беру щипцы и жду, когда она уйдет. Кошка-то обидится ведь. Она уходит, я щипцами этими убить достаю. Беру, ну что, Машка не видит. Беру, вышвырну через забор. Все. Кошка Машка подсказала. Итак, я вытягиваю ноги против... Вот люди жалуются на, как это называется, на судороги. Вот вам ноги вот так раз, чтобы мышцы на ногах, боль, легкая боль, чтобы была. 10 раз сделал, и все, ну спокойно спешните к судороге. А что делать с ногами? А вот так. Утром я, допустим, лежу, проснулся, я беру ноги вот после этого, ступни вот так вот поворачиваю раз, 20 раз в эту сторону, 20 раз в эту сторону, щиколотки, все связки, все работает. А раз работает, значит сосуды питают, значит они кормят сустав это. Дальше ногой беру 20 раз, вот так тру, вот это пальчики ноги, вот так, это ладошка правой ноги, ладошка, вот так вот начинаю тереть. Потом этой сюда начинаю тереть, вот так вот, как следует. То есть я сосуды все эти как бы разглаживаю, массирую. Много не надо, 25-30 раз, все, больше не надо. И заканчиваю, беру руки и 5 раз. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5.
И так все пальчики сделал, потом вот так, потом вот так, потом вот так, потом вот так, потом вот так и вот так. И никакой деформации при моем возрасте у меня на руках нет. Потому что сосуды с мышцами растерты, суставы накормлены, а боль и вот эти все деформации, это вам сигнал. Нам плохо, делайте что-нибудь. Ну как что? Искать волшебную таблетку к доктору. А у доктора 20 человек очередь. Она анализы посмотрела, этого нет. На всякий случай я выписала вам что-нибудь. А мышцы не проработанные. Сосуды засоренные, суставчики голодные. Они кричат от боли, деформируются, но смотри, как нам плохо. А мы снова к доктору бежим. И доктор нам пишет: курорт. Курорт. Я 3 курорта прошел. Бесполезно. Не всем курорт помогает. Следующее упражнение. Кровообращение мозга. Подглядел передачу одну. Значит, у китайцев и у тибетцев волшебное слово 8. Божественное слово 8. Итак, смотрите на меня. Беру вот рукой 8 раз в эту сторону, 8 раз в эту сторону, 8 раз в эту сторону. Лекарств море. По телевизору предлагает, нос заложила. Господи помилуй. 8 раз вот так вот сделали зад вперед. Нос чистый у вас тут же. А если не совсем, через полчаса еще раз сделаете, и все в порядке. Здесь эти вот пазухи, они засоряются, там кровообращение застаивается. И вот ищет капли в нос. Дышать нечем. А оно простое. Раз, и в эту сторону, и в эту сторону. Потом пойти нос почистить, и все в порядке. Следующее упражнение. Нельзя головой сильно закидывать назад. Нельзя. Не забывайте это. Но вот так вот шевелить надо. Вот так вот надо. И так надо. Но главное упражнение — подбородком достать это место. Что мы массируем? Мы массируем участок, район сонной артерии, которая питает у нас мозг. Простое упражнение. Несколько раз делали, и все. Итак, все эти вот упражнения отнимают 15-20 минут. Надо найти в своем бюджете времени. И очень хорошее упражнение, но это суббота и воскресенье, бег трусцой. Итак, спорт, господа. Едем. Запомните это. Вы видели биатлон? Как после стольких километров и прочего, они падают вот так вот, руки в стороны. С какой перегрузкой работало сердце? Знаменитые бегуны, братья Знаменские, один прожил 38, другой 45. Знаменитые боксеры, от травм головы, потом, слабоумие получили. А что туда полезно? Физическая культура. Умеренные нагрузки, без которых жить нельзя. Итак, однажды, где-то там вот, на работе мы в обед обычно мужики козла, я в козла не стучал, как говорится, что-то сидели, болтали и разговаривали с собой.
о спорте, о беге, о том, да о сём. Ну, я и дурак проговорился на Субишей. Говорю, я по часу бегаю трусой по системе Гилмора. Ну и как ты бегаешь? А я говорю, я сажусь на автобус, доезжаю до 14 километра, а до парка я за 50 минут с лишним я добегаю. Ха-ха-ха-ха-ха. Давай проверим, мужики, давай. Все. Завтра пригоняем мотоцикл на работу. Садятся, значит, один в коляску, я сажусь на заднее седло. Меня увозят на 14 километр. Они тихонечко едут и, значит, между собой разговаривают. Плохо будет ему, так ты садись на заднее седло, а мы его в коляску бросим. Не молодой ведь еще уже. И я добежал спокойно за 48 минут. И вы каждый можете так, не надрываясь. Во время бега, а мы потом еще перейдем еще на одну тему, во время бега, что такое трусой? Вот лошадей нет, коней нет. А вот кто видал это дело, то видел. Вот дрожки, сидит на мешке с сеном или соломой мужичок, ножки свесил, а лошадка вот так вот тихонечко, не бежит, вроде бы не идет, но все-таки она бежит. Так вот, бег трусой, вот такой. Ну ничего, все работает. Дыхание работает, мышцы работают, все работает, голова отдыхает. Но в это время надо дышать. Это я потом на практике привел. О дыхании я ничего не мог прочитать. Опять-таки, не было бы счастья, то несчастье помогло. В 59 лет я схватил какую-то заразу, и у меня получился крупозное воспаление легкого. Лечили долго, лечили капитально, потому что дело было пахло жареным, вплоть до удаления легкого. Не простывал ничего. А вот и врачи сказали, попала инфекция. Ну и, слава Богу, как говорится, жив остался. Но там было одно упражнение, которое будет, я о нем расскажу, в следующей тематике. Сейчас заканчиваю вот эту часть. Значит, то есть надо бежать так. Вдох. И где-то на 10-12 постепенный выдох. Когда трусой бежишь, потихоньку, не резко, не выбрасываешь. Почему, я потом расскажу. Итак, первую тему я закончил. Подводим итог. Главное, мешок с костями – это мышь, косточки соединены с суставами или прокладками из хрящей. Суставы, хрящи, кости не имеют сосудов. Пищу получают из хорошо развитой мышцы, а раз она развита, значит, там хорошие сосуды, значит, все это омывается. Здесь пропустил, расскажу. Был такой академик Антонов. Анки все знают, самолеты там были и прочее, прочее. В 50 лет он почти инвалид. Вот так же, как мы работали на космос в свое время, так и вот он на авиацию работал. Придумал, у него брошюры есть, ряд упражнений, вышел в люди. Вы должны быть любознательными,
вы должны иметь представление о всех наших органах, о взаимодействии, о работе. Все взаимосвязано. И вы должны это дело все хорошо знать, иметь представление, чем отличается артерия вот, от вены. Кто знает? Ну-ка, поднимите руку. Размером. Ну, кто знает? Функциями. Так, Функции. Внутреннее устройство. так, не знаете. Да. Значит, артерия, по ней нагнетается чистая кровь. А вены, по ним в легкие с помощью нашего насоса уже кровь идет грязная, которая потом очистится в организме. Тут работают и почки, тут работает и печень работает, и другие функции. И так идет круговорот. У артерий, где вот ногу себе, представьте ногу, до самой пятки идет артерия, а оттуда обратно уже идет вена, продолжение. Но вена внизу, артерия давит кровь, вена по вене поднимается вверх и не поднимается, потому что клапаны, которые стоят в ноге, вот так, они либо изношены, либо дряблые, либо что-то такое. Они не работают вот так. Вот артериальное давление идет, кровь из вены, по вене идет, сердце работает толчками, вот так, пропустит, закроет, пропустит, закроет, не получается. Дряблый этот клапан, у нас клапаны везде. Очень серьезный клапан, это задний проход. Настолько сложный и настолько плотный, иначе, как говорится, кричи корову. Мы бы все, как говорится, были друг от друга не в восторге. Вот. Вот чем отличается. А как их лечить? И вот академик предложил пяточками. Утречком. Раз в 25 сделайте, ну и днем тоже. Они будут вздрагивать, кончики будут выправляться, и клапаночек будет работать. Значит, не будет расширения вен, узлов этих, когда клапан не работает. Когда запустят болезнь, да и не умели в свое время лечить, сейчас лазером лечат, не умели лечить. У моей сестры 2 метра шланг из ноги достали, операцию сделали. Ну что, раз нога будет хорошо работать, ну что там, организм придумал какие-то окольные пути. Ей 88 лет, а она лежит. Молодая еще, лежит. Все еще впереди, да? Значит, вот эти вещи, господа мои хорошие, вы должны знать. Еще одна вещь. Когда вы поднимаете тяжелые, особенно когда и лежаки там, и корпуса, и прочее, я проще подошел к этому вопросу. Все деревяшки в печку, кому раздарил, и купил целый контейнер ульев в разобранном виде, пенополистирольные. 90 килограмм вот такой лежак, весит около 100. У меня такой же емкости углей 9,5 килограмм. 9,5 килограмм, вы подумайте. И опять-таки, годы идут, мне тяжеловато, металлические столбы вкопал,
перекладину сделал, по ней пустил небольшую лебедку на роликах, захваты сделал, корпус захватил, покрутил, защелку поставил, дно достал, чистое дно поднес, опустил. Вот вся моя работа весной по чистке улья. Ни паяльной лампой, ни газовой горелки, ни щелку целыми ведрами и так далее и тому подобное. Какие есть ко мне вопросы? Вот по этому разделу сейчас начнем не менее важный раздел. Давай. А хрящевая ткань сколько времени восстанавливается? Кости и так далее, 7 лет. Хрящевая ткань сколько? Не знаю, я не доктор. Вот. Наверное, быстрее. Вы знаете по интернету, ребята. Это сейчас просто. Это в наше время надо было идти в библиотеку, шариться у врачей, спрашивать. А сейчас подошел, кнопку нажал, да и прочитал. Ну, дети сейчас артритом страдают. Они-то что, как могут? Дети страдают артритом. А у детей-то родители есть. Вот пускай голову-то не ломают. Так, возможно, что-то все-таки инфекционное еще. Так, Пищеварение еще раз говорю, у детей есть родители. Вот у родителей должна голова болеть страшно до тех пор, пока у ребенка будет все в порядке. Раньше все на улице бегали, а теперь сидят за компьютером. Ладно, переходим уже на второй. Конечно, Так, гиподинамия есть еще в детстве. вопросы? Нет вопросов. Значит, вы теперь хорошо знаете, подводим итог. Хрящи и кости не имеют сосудов. Сколько стариков коленками маются, коленки болят, коленки болят. Когда я ему говорю, да ты что, с ума сошел? Не тронуть рукой нельзя. Я говорю, ты стань, а ты возьми за стол, и вот ногой окаянная сила. Ну больно тебе будет сначала, а потом не будет тебе больно. Ну, работай, трудись. Так вот я набивался, ой, поясница. Ну и что поясница? Голодная там мышцы у тебя, ты сидишь своими днями, дурацкие эти, смотришь передачи по телевизору. Одежду распускай. Вот у тебя массажер. И спиной до копчика. И сколько можно, вот я до лопаток достаю. Спиной, как по стиральной доске. Все, никакой поясницы не было. Скачи, пожалей, наклоняйся, все что угодно делай. Не будет. Не может быть. Потому что работает. Потому что кровью снабжает. Потому что сытые хрящи. И кости тоже сытые. И я довольный. Только не думайте, что я хочу сказать, что я бессмертный. Вот здесь мы все, как говорится, под Богом. Никто не знает, когда уйдет. Потому что когда мы все родились, нам выносят смертный приговор сразу. Вот родился человек, и смертный приговор ему внесли. С отсрочкой. Но отсрочка в ваших руках, извините меня, и ваших родителей. Знаете это? Вам дали шанс с помощью вот этой возможности, этой рассрочки сделать так, чтобы с ребенком ничего не случилось, чтобы с вами ничего не случилось. Это упредить, это сделать, это так. Приходит знакомая к жене и говорит, а где-то у тебя муж-то? А муж ребят повел на пруд, самая младшая, ее будут учить плавать. Я отвечаю за него. Мой ребенок должен, с четверенек встал и должен плавать. Должен. Я повел на пруд, взял на руки, говорю, вот так я тебя держу в воде. Ну-ка надуйся. Надулся.
А теперь ногами болтай, болтает. А теперь я тихонько говорю, да пускай, пускай, пускай. У него шагнул лобом, да и становится, папа, я плыву. Нет, ты, дружок такой еще, держишься на воде. А плавать мы будем завтра с тобой. Сегодня хватит, ты уже замерз. Все, вылазь. Все. Дети ходят на лыжах, катались на коньках. Сейчас дочь живет в Германии, мужа немца приучают к этому порядку. И так далее, и тому подобное. То есть, раз мы их наплодили, мы должны взять на себя такую большую ответственность. Это же человек будет вам всю жизнь потом благодарен. Я благодарен отцу, что мне было 5 лет, он меня в лодку посадил, дал мне весла, говорит, гребись. И вот я дядя так шлеп, шлеп, шлеп. Ну какая там? Но когда это против меня сел, руки вот так вот взял и говорит, а вот сейчас мы с тобой вместе. Посмотри, вот сначала к низу, а потом вот так, а потом вот так. Я гребусь, он руками делится. Папа, у меня получается. Я счастливый. А он еще больше счастливый. Вот такие простые вещи. Любите жизнь, любите движение жизни, двигайтесь больше. Питание. Ем все. Не люблю жирнее. Люблю подсолнечное масло. Сейчас белорусы такое вкусное масло привозят. Я помню только, я такое масло ел 85 лет назад. Мама жарила картошку на постном масле. И вот я вспоминаю этот аромат. На таганке, на шестке. А сейчас газовый плита, холодильник, т-т-т-т-т-т, и пошло. Выжили. Нормально все. Итак, первую тему мы с вами закончили. Переходим ко второй. Человек не ест, не кушает, он живет месяц. Иисус Христос 40 дней жил. Если человек не пьет, неделю. Сухое голодание бывает такое. Если человек не дышит минуты, значит, самое главное, проверьте на себе, значит, самая главная функция живого организма – дыхание. И вот знаете эту вещь, что дыхание рознь. В горах люди живут по 120 лет, по 110 лет, родственники живут внизу под горами, тот же Кавказ, или дотягивают до 80 лет. В чем дело? Дело в том, что мы дышим с вами неправильно всю жизнь. А как правильно? А правильно так дышать, чтобы воздух брать, дышать не грудной клеткой, а диафрагмой. Чтобы диафрагма была развитая. Учитесь. Быстро получится. Таким образом, человек начал учиться дыхать, и наука это называется эндогенное дыхание по методу Фролова. Есть книга, автор Фролов, «Эндогенное дыхание. Медицина третьего тысячелетия». У него есть друг, он дал ему лицензию, и он написал технологию дыхания. В технологии дыхания автор Степанов, дыхание по Фролову.
Дыхание по кругу. Итак, когда мы дышим грудной клеткой, мы делаем вдохов-выдохов в 1 минуту где-то, ну, самое меньше 10-15 раз. Ну, в покое может быть 10 раз. Обычно дышим, да и все. За это время, за 1 минуту, у нас кровь в грудной клетке делает 1 оборот. То есть 3 оборота, простите. 3 оборота за минуту. Запомните. 3 оборота за 1 минуту. Что получается? Если мы возьмем эти вот обороты, 3 оборота, разделим на количество дыханий, то у нас с вами получится вот такая картина, что мы постоянно дышим кислородом с повышенной плотностью. У нас работает грудная клетка, 20-15 дыханий, и в это время мы с вами вот этими короткими дыханиями, отрезками, если на 3 оборота разделить, сколько в каждом обороте будет у нас смены кислорода, эритроциты сгорают. Йоги давно, 1005 лет, они уже этим делом практикуются, стали дышать по-другому. Они стали дышать животом, то есть диафрагмой. Вы берете диафрагмой резкий вдох, вот я брюхо убрал, а потом через нос, а потом выпускаю. Если ниточку с пушком подвесить, с ваткой или перышком, она должна на расстоянии 5 сантиметров висеть, не шевелиться, а я должен воздух выпускать. А полные легкие, в них будет избыточное небольшое давление. То есть, когда мы животом берем диафрагмой, мы легкие не до сих пор заполняем воздухом. Вот человек, бежит, запыхался, вот только этой частью дышит. Итак, мы должны выпускать медленно-медленно. Я сейчас дышу перед сном 1 час, 1 вдох и 1 выдох за час. 1 вдох и 1 выдох. Как это происходит? Вот я взял вдох, сделал. Убрал вот и животом. Грудная клетка на месте. Полный живот. 10 секунд я выпускаю воздух. Я специально шиплю, чтобы вы слышали. 10 секунд выпускаю. Потом носом шмыгаю. 6 секунд. И так целый час. То есть у меня мешок полностью наполненный, и я ему порционно каждые 6 секунд носом даю вот столечко воздуха. Там углекислый газ все-таки приходит в полную норму, не сгорают эритроциты в повышенном кислороде, и клетки мои получают кислорода в 3, в 4, в 8 раз больше, чем при обыкновенном дыхании верхнем. Я иду в трамвае. А почему не воспользоваться? Сижу и живу там. Пока до гаража ехал в дом, я сделал вдох, а обратно поехал, сделал выдох.
Вот что такое эндогенное дыхание. Кому нельзя делать это дыхание? Дело в том, что при эндогенном дыхании повышается иммунитет. Можно излечить, если упорно работать, рак. Автор вылечил этот рак. У него был рак. Вылечил. Другие вылечили разные болезни, вплоть до диабета. Но надо быть дисциплинированным. Научитесь, умейте властвовать собой. Научитесь программировать и выполнять, что вы напрограммировали. Друзья мои купили и тренажер, и литературу. Кого-то хватило на неделю, максимум на месяц. С 2003 года я ни разу не бросил этого упражнения. А мне еще и говорят, в упрек мне, хорошо вот ты вот такое, ему не работать над собой, а он считает, что это мне достается даром, с неба падает. Да не падает. Да между делами. Я смотрю по телевизору последние известия, всякие пакости, так, смотрю. А в это время делаю эндогенное дыхание. А как я и почему я клюнул на эту вещь? Почему с первого раза я схватился за эту штуку? Скажу как. Я уже вам говорил, воспаление было легких. И там была у нас, значит, ингаляция различными растениями. Их жгли, тонкий дымочек, вот дышали. А потом было упражнение. Набрать воздуха в полные легкие и считать вслух. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Было бы вам известно, что звук колебания связок происходит, когда мы выдыхаем медленно. Вот вам, пожалуйста, я вспомнил, Боже мой, это было так давно, и вдруг я вспомнил, так ведь меня уже к этому делу подталкивали. Значит, это дело-то нужное. А здесь что заменяет? А здесь заменяет приборчик, вот я что-то не взял его, не сообразил. Приборчик заливается водой, 15 кубиков воды, трубочка, там решеточка, выдыхаешь животом, набрал воздух и начинаешь выпускать воздух, и там булькает, буль. Вот избыточное давление, что я преодолеваю эти 15 миллилитров с помощью тонких отверстий, у меня получается в легких избыточное, очень небольшое давление, то есть они полные. Как это лучше понять? Ну вот я людям рассказываю, вижу, не понимаю. Оплату я лично всегда перевожу на банку с медом. Ребята, сколько надо на 15 тысяч? 1002. Откачайте и продайте. Пчелы вам заплатят. Вот и все. Значит, что я еще дополню, я немножко не закончил. Значит, эндогенное дыхание нельзя применять в случаях, когда у человека заменили органы какие-то. Потому что эндогенное дыхание, оно держится на на усиление, улучшение иммунной системы. А когда пересадка органов есть, наоборот, принимают препараты для понижения иммунной системы, чтобы не было отторжения этого самого, как говорится, органа, который вам, допустим,
Всех надо не любить. И последнее, на чем я хочу закончить, вот. Где-то лет 5 назад я вдруг по ночам стал просыпаться. В 2 часа ночи мне делают подъем и говорят, иди туда, где ручку дергают. И как я вышел из этого положения? Я начал пить подмор. И не тот подмор, что раньше рекомендовали, столовая ложка на пол-литра, а очень высокой концентрации. Это где-то на пол-литра, допустим, водки, 2 стакана подмора. Пчел беру не тех, что перезимовали там, это подмор грязный, а не жалею. Осенью выбраковываю пчел, каких-то пчел, сажу их на голодание, на малое количество рамок, стряхиваю в мешок и в морозилку на 3 дня. Через 3 дня я из морозилки достаю пчелки с пустым кишечником, сушу на газетке на подоконнике, это уже сезон закрылся, вот, и опускаю пчелу в банку литровую, выливаю туда водку и блендером. Рекомендуют на кофемолке молоть, господи, намолишь, а блендером раз, в секунды, и там все это в кисель превращается. Эту банку ставлю в темное место, каждый день взбалтываю, настойка 3 недели. Рекомендуют пить по 20 капель после еды. Источник какой? Автор. Корж. Записывайте. Сгодится. Автор Корж. Знаю такой. Называется «Справочник пчеловода практика». Страница 310. И возьмите и прочитайте, там еще кое-что есть, очень полезного. И там все рассказано, что раньше добывали вещество для улучшения иммунной системы и для космонавтов и других из ракообразных, хитин, из ракообразных морских. Из пчел настолько качество высокое, настолько там работает он лучше, что много лет назад здесь было совещание российское, и один профессор сказал, как жаль, 10 тонн подмора в России пропадает никуда. Как быть? Как собрать? Когда кончилось собрание, я к нему подошел и говорю, не ломайте голову. Давайте договариваться. Сколько вы мне заплатите за килограмм подмора? Я буду вам хороший, чистый подмор давать. Профессор оказался профессором, но человеком непрактичным. Кончилось тем, что он стоял и моргал, так и не переварил, ушел. Итак, через 2 года, я принимаю не по 20 капель, а по 30 капель. 30 капель в рюмочку с водой после еды 3 раза В день. И представьте себе, тот, кто меня будил в 2 часа, куда-то исчез. Не стало его. Алло, где вы? Нет, не слышно, не будет. А голос добавляется. Но появилась. А он не будет. Может, она появилась. Значит, господа, прочитайте, это совершенно безвредное вещество для вашего оздоровления, для ваших детей, для вас лично.
Найдите вы этих 3 стакана подмора, сделайте вы пол-литровую банку, по капле вам хватит на всю зиму. Лечусь я так, где-то месяца 3 я пью, вот в апреле у меня последний цикл, затем где-то месяцев 4-5 вот так вот у меня пауза, а потом снова начинаю пить. Но часто задумываюсь, что это я занимаюсь, да буду я каждый день пить, да и все. Да, зачем пауза? Не надо, паузу надо делать, правильно? Делать надо паузу. Это надо, привыкание идет иначе. Буду пить, да и только. По крайней мере, значит, вот я перед вами, честно, Октябрянская, я именно пионерская и партийная, все можно собрать, потому что я октябрянком был, и пионером был, и членом партии 40 лет. Прошел огонь, как говорится, воды и медные трубы. Вот все, что я вам хотел сообщить. 3 раза в неделю или 3 раза в день? 3 раза в день, после еды. В книжке все написано. Прочитайте там, какие препараты можно самому делать из личинок трутня. Работает лучше, чем маточное молочко. А если еда не 3 раза в день, а 2, скажем? Если 4, понятно, ну принял 3 там, не после 4-й еды, понятно. А если ты 2 раза в день ешь или 1? Да ради бога, хоть 1 раз принимайте. Только принимайте Главное, его. после еды главное. После еды. Принимайте. То есть, а без еды принимать его нельзя, да? Просто. Значит, Для аппетита. наливайте чайную ложку и туда. И все. Понял. Вместо еды. Вместо еды. После еды. Почмокайте вот так вот. Через 30 секунд во рту ничего, кроме чистоты. Вот во рту стало чище и все. На спирту же сделано. На алкоголе. Ну и последнее вам пожелание. Значит, самое лучшее лекарство, я считаю, это чувство юмора. По-английски юмор над собой. Не кого-то подковыривать, не кого-то там в юмор, как говорится, нападать с юмором. Сатира. Умейте сами на себя. Вот так. Ну а если не можешь, то у соседа спроси, как над собой-то посмеяться. Смотря какой сосед, можно по шее получить, и он будет смеяться над тобой, что он тебе по шее дал, а ты доволен. С юмором. Все у меня кончено. Давайте поблагодарим. Мы вам желаем долгих лет. И не просто там, вот так вырвалось. Ну, если доживут до юбилея, до которого вы имели в виду, до 100-летнего. Не надо. Я вам секрет расскажу. Следующий. Чем дольше живешь, тем больше страдаешь от потерь. Я похоронил 2 жен, похоронил старшего сына, кандидата наук, красавца и так далее. Так что вот какой мне приговор вынес при моем рождении с отсрочкой. Кончится моя отсрочка, это я и приму. И на закуску вам одну вещь скажу. Не прощайтесь. Родились мы, и сразу включается наш мотор. Мотор работал там за счет мамы. А уже когда вы отделились, у вас мотор начинает самостоятельно работать. Вам отпущено каждому 3,5 миллиарда ударов за жизнь. При условии, если у вас будет стучать в сердце с паузой, ритмом 60, 64, 65. С
помощью эндогенного дыхания так и получается. У вашего покорного раба 62, 63, 64. Давление 110, 112. Сегодня буду повышен на 121. Готовились к выступлению. Наверное. Но когда я пошел сюда, вот через 1,5 часа я смерил мое давление, снова вошло в мою норму 111. А в свое время, когда начинал бороться с давлением, доходило до 170. Первый шаг какой? Отказаться от соли. Единственное, где я посолю, так это только похлебку. Но ровно так, чтобы не чувствовать пресного. Соль не чувствуешь, но и пресноты уже нет. Все каши, блины там всякие, все абсолютно постепенно привык, ем без соли. Это работает лучше всякой таблетки. Но я был у кардиолога, он нашел, что у меня этот самый, ну вот мой возраст, зашкаливает. Значит, повышенное давление, как называется, артериальное давление. Вот. Что значит, у меня вот такая вещь, и выписал мне таблетку. Таблетку выписал, 50 миллиграмм, эта таблеточка. Я вам не скажу, какая, потому что каждому врач выписывает свое. А то так. А что вы пьете? Говорю, аспирин. Да. Я тоже буду аспирин пить. Аспирин я пью 20 лет. Аспирин пью для того, чтобы кровь была разжижена. Потому что вы ложитесь спать, в это время приходит бригада, помощники ваши. Они начинают работать, делать в организме уборку с влажным способом. Они забирают воду везде, где только можно взять. И утром вы просыпаетесь, и из вас выходит темная жидкость с тяжелым запахом, как правило, потому что вот это все чищено было и сваливалось. Поэтому я утром встаю обезвоженный. Что я делаю? Бокал 250 грамм комнатной воды, я его выпиваю. Здесь. Потом руки так, вот так вот держу. И слышу, как там буль-буль-буль-буль-буль. Это я ополоснул желудок. Потом все скатилось туда, ну все в порядке. Значит, воду я пью и готовлю на воде на покупной или ключевой. Сделал опыт, взял бутылку, стушку, налил воды, поставил в свиной бачок на год. Год прошел, я достал бутылку, она черно-коричневая, эта бутылка. Вот, оказывается, я и ел, и пил вот такую воду, и вот в моем организме столько этой черноты пришлось организму удалять эту всякую дрянь, это дерьмо, тяжелые металлы там, и вы хотите, чтобы еще и не болеть? Значит, водичку покупайте. Не такая уж она дорогая. 5-литровый бачок 18 рублей. Я трачу за неделю 3 бачка. Необременительно. Пью воду обязательно. На ночь аспирин пью обязательно. Потому что когда была влажная уборка, и организм забрал всю воду, сколько можно было забрать, чтобы влажную уборку сделать. В это время у меня кровь сделалась густая, как сливки. Так ведь и до инсульта недалеко. А вот аспирин 100 миллиграмм
Он не дает слипаться этим капелькам крови, он их все время растаскивает, он разъезжает кровь. Аспирин в оболочке. На желудок, на кишечник он не действует. Он где-то ближе к толстой кишке, где-то там вот туда. Там уже не опасно, как говорится. Выводится из организма. Аспирин – это профилактика против онкологии. Это профилактика против болезней печени и почек. Потому что аспирин, разжижая кровь, помогает перерабатывать эту кровь вот этими двумя чистильщиками. Печень, почки. Вот фильтры. Так через фильтр густая лучше пройдет, и разжиженная кровь лучше пройдет. Задумайтесь. А вы-то спите, а кровь-то все время циркулирует, а почкам-то без аспирина-то густует эта кровь, ой, как тяжело. Она устает. Ей больно, ей плохо. А вы к доктору бежите, дайте священную таблетку. Значит, вот запомните, в возрасте после 40 или тромбоаз, вот тромбоаз, или кардиоаспирин. Но почему-то кардиоаспирин, одна и та же формула, стоит в 2 раза дороже тромбоаза. А тромбоаз, он растворяет кровь против тромбоза, против тромба. И что я последнее пожелаю вам? Пожалуйста, интересуйтесь, изучайте, как мы устроены. Ведь мужички не знают, что он себе зарабатывает панкреатит, страшную болезнь поджелудочной, которая может даже раствориться. А вот так. Собрались. А чем закусим, ребята? О, у меня грудинка или корейка есть. Ну, да, вот это здорово. Водочки забросил и кореечкой жирненькой закусил. То ли дело. Ни в коем случае. В 12-перстную кишку опускает ферменты, значит, наша поджелудочная, до тех пор, пока она не нейтрализует вот этот жир, она сгорает. А чем закусывать тогда? Да, ребята, старый способ. Соленые огурчики или капустка квашеная. Вот этим закусывайте. Жира нет, и поджелудочная спокойно живет. Нечего нейтрализовать, жира-то нет. А она борется с алкоголем за счет своего тела, а корейка, жирный вот этот кусочек сала, он еще и ей работать не дает. Вот это надо тоже знать. И последнее на закуску опять. А алкоголь как? Я за алкоголь. Вопрос сколько? Да, записывайте. А вот мы записываем здесь. Записывайте давайте. Значит, журнал пчеловодства, номер 4, Замечательная статья. 98 год, страница 51. А для того, чтобы память у меня работала, у моих друзей все телефонные номера я помню. Вот так. Запоминаю. Журнал пчеловодства. Номер 4, страница 51, но самый год 98. Там указано рецепт водочки, как сделать идеальный спиртной напиток, водочка. И там же указано, а как сделать хорошее домашнее вино, замечательное.
Некоторые здесь сидящие знают на вкус и то, и другое. Из-под грибка Петрова. Вот так вот. Многолетний. А аппаратура сейчас продается какой угодно. Вот. Я Магарыча купил, значит, за 7 тысяч. Он меня устраивает. Раз в год я делаю вот эти вот напитки. Сам я выпиваю 25 грамм водочки, настоянной на можжевеловой ягодке. Тончайший аромат идет. И водочка – это русское старое название. Песню вспомните. Я сладкую водочку пила. Помните? Песня поется в русской. Сладкую водочку. Так вот, сладкая водочка делалась из меда, а водка из хлеба, из зерна, хлебного зерна. Какая моя норма? Или стаканчик, я выпью вина, градусов там 12-13, или 25 грамм вот этой водочки. Это как раз та норма, которую мой организм потерял по старости. У всех до 50 лет организм вырабатывает этиловый спирт, не путайте с метиловым, этиловый спирт в размере примерно 20 кубиков. Организм вырабатывает это для мозга и для сердечно-сосудистой системы, а потом начинает не вырабатывать. Так вот, я пополняю, стаканчик наливаю, вот это как раз то, чего мой организм вырабатывал. Получается кофейный эффект. Чуть-чуть крепкого кофе выпьешь и чувствуешь маленько. Прижало слегка. Сразу вспоминаю американцев. Американец подходит, заказывает мне порцию виски с содовой. Ну, порция по нашим меркам. Мужик, у кого пол-литра, у кого четушка, у кого как, у кого 100 грамм. Считай дальше. Мужичок выпил, снова подходит и говорит, мне 2 порции виски. Без соды. Нет. Содовой. И бармен ему говорит, сэр, а вам не лишнего будет? Это 75 грамм. Да наш мужик выпьет 75 грамм, так это его только раззадорит. Ему или бутылку, или пулемет, лишь бы с ног сшибало. Вопрос. Когда-то было у вас, когда вы перебрали в жизни? Расскажите, пожалуйста. Перепили. Не понял. Вот эти дозы Не 25, а перебрали в жизни. 250 было? Больше выпили? Нет, не говори так. Нет. В жизни, когда вы перебрали немножко, когда было такое? Так. Ну вспомните. Ну, я помню, что я считал, что я немножко перебрал, я считал. Так я выпил рюмку полную. Да не повери. А рюмка какая была? Как начать жить? Вы знаете что? В моем возрасте, как говорится, я не помню, когда я выпивал 100 грамм. Я не помню, когда я пил 100 грамм последний раз. А вот рюмка 25 грамм, 30. Это у меня есть, за мной есть. С рыбалки, я на рыбалку еще бегаю. С рыбалки прихожу, там накрутишься, на морозе, на ветру. Наливай 25-30 грамм рюмочку. Замахнул. И маленький комарик. Бинь, запищал. Говорит, хватит, ты норму выпил. Все, бутылку на замок и в шкаф. Все, понятно. Ну, а у нас даже есть на Руси бахвальство, кто больше выпьет. Этого я насмотрелся. Я видел, как люди из горла пили прямо пол-литровку. Но я не помню, чтобы эти люди были пенсионерами.
помню. Такие крепкие, могучие были парни, сгорели на этом деле. Работали мы на спирту, спирт-медицинским производством, платы чистили монтажницы, щеткой зубной, после пайки канифоль, значит, убирали, чистили. А что делали сборщики? Вот монтажницы раз одеваются, звонок на обед, но монтажницы тоже знали. Оставляли вот этот, такая, стопочка такая была, макали туда кисточкой и промывали. Вот, оставляли там спиртишка. Вася придет, выйдет. Эй, девкам, ты самое не трогай. Вовке скажи, чтоб не трогал, это для Васьки. Все. Он на обед дожит, забегает. Значит, у этой монтажницы оставлено, у этой оставлено хлоп, чистый спирт разведенный. Раз замахнул. Подумаешь, 50 грамм выпил чистого спирта, он сейчас пойдет в столовую. Никто и даже не заметит на него. Но ведь это потом все выходит боком. То есть пей-то, говорит, пей, да и разумеется. Все, у меня вопросов больше нет ко мне. Николай Андреевич, скажите в камеру пожелания нашему обществу пчеловодов Удмуртии. Пусть это будут последние кадры вашего выступления. Хорошо. Сегодня. Ну, сегодня, да. Да. Значит, наступает у нас с вами непростое время для пчеловодов. И я вам всем пожелаю, чтобы пчелы у вас были здоровы, чтобы вы тоже были здоровы, чтобы у вас были хорошие урожаи, чтобы у вас раи не улетали, хороших бы вам медосборов, а осенью, когда бы вы подводили итоги, у вас было бы ощущение, ну что ж, год был неплохой, мы хорошо поработали, у нас есть что и в карман положить, и есть чем чаек попить, и друзей угостить. Всем желаю доброго здоровья. Спасибо. Спасибо.